Активисты из телеграм-канала НИСО приводят истории двух девушек, которые, по имеющейся у них информации, на данный момент убиты. Эти истории они приводят в качестве назидания и поучительного урока для других подобных девушек, которые соблазнились жизнью врагов Аллаха. История первая. Дадаева Раяна, 1995 года рождения. С детства жила в Австрии, была обычной девушкой, вышла замуж, родила дочь. После развода стала часто заезжать в Чечню, где быстро окунулась в местную тусовку девушек легкого поведения для кадыровцев. Девушки легкого поведения эти представляют из себя косметологов, визажистов, разного рода блогерш, певичек, которые имеют своего спонсора или спонсоров из числа высокопоставленных женатых кадыровцев. Раяна, как это принято в данной среде, сделала себе несколько пластических операций, после чего зацепила в качестве спонсора не кого-то, а Хамзата Кадырова, племянника Рамзана Кадырова. Хамзат Кадыров, кроме того, что является наркоманом, также является редкостным бабником, даже для кадыровской среды, где это является нормой, и имел связи со многими подобными девушками. Ожидания Раяны оправдались, она заполучила ту жизнь, о которой мечтала и которой с радостью делилась в социальных сетях. У нее был довольно популярный Инстаграм, где публиковались ее счастливые фотографии из разных уголков мира, но чаще всего это были фотографии и видео из оккупированной Чечни, Австрии и Дубая. Но, как это бывает в их грязном мире, счастью быстро пришел конец. Информация о причинах впадения Дадаевой в немилость к Хамзату Кадырову у нас имеется, но она не из разряда тех, которые мы считаем полностью достоверными. Однако итог был таковым, что Дадаеву похитили по приказу Хамзата Кадырова и жестоко избивали, намереваясь забить до смерти. Спасло Раяну лишь то, что она умоляла Хамзата Кадырова оставить ее в живых ради ее малолетней дочери, за которой, по ее словам, некому будет смотреть. Еле живую Дадаеву отпустили, но ненадолго. Вскоре она снова по какой-то причине вызвала гнев Хамзата Кадырова, после чего ее опять похитили и на этот раз забили до смерти, оставив ее малолетнюю дочь без матери. А это старое видео этой самой Раяны, на котором она с подругами выкрикивает лозунг предателей «Ахмад Сила». Вот только перед своей смертью Раяна этот лозунг проклинала. Так оно и бывает. Сначала этот путь Иблиса привлекает своей роскошью и возможностями, а потом человек осознает, как жестоко обманывал себя. Это Сталин. İnsan dışı Stalin. Ahmet Bila. Wieso seid ihr nicht erkriegt? Jedem Scheiß, das will ich freundschaftlich. Yeah. Her şey şi östregler geçmeyin harcı. Ahmet Bila. Вторая история связана с Масаевой Дайсей, которая была содержанкой Адама Делимханова и, похоже, была убита по его же приказу. Примечателен тот факт, что брат Масаевой был отправлен в Украину, а ее мать всячески поощряла ее образ жизни, а теперь оказалась выкинутой и никому не нужной. Теперь она плачет и вопрошает о том, куда пропала ее дочь. يا الله بالأسطوري فداك يا العزيزي حتى وخلتي حين بسطة خلتي ثاني يا العزيزي إيشو خالسة داو داخل بخيل خيني راسو والشوق فينا يعطيك بقعدو أنا غمويون والسلام والحزن غلف كل قلب ما دايسينا يلا ديلون على خذ دايسي يلا عباد يا الله وكبر ديل
чуман хошвой бача. Хазнех самчо мосу чуман онолдаш хош веца ищоч. Твоих детей погубило путь Ахмата Кадырова, тот путь, который вы всячески воспевали и обожествляли. Мы еще раз предупреждаем и призываем не обманываться этим проклятым путем. Этот путь ведет к утилизации в этой жизни и к вечному аду на том свете.